Биологические и строительные отходы, пластиковые бутылки и личные вещи заполонили периметр карьера бывшего кирпичного завода на Менделеева. Этот беспредел, как объясняют местные жители, продолжается на протяжении года. В округе жилые дома, многоквартирные здания и мечеть. Духовенство не в силах повлиять на бросающих мусор, где попало. Ваха Калиматов живет прямо напротив свалки. Терпит ее отвратительный запах. Отходы из-за ветра разлетаются по округе и заполняют всю территорию. Он уже много дней пытается как-то достучаться до людей. Кто-то так легко загрязняет окружающую среду и, по сути, свой родной город. Вопрос стал поводом для обращения неравнодушных жителей в местную администрацию. Жалобщиков было много, но удовлетворить просьбы жителей они не смогли. На территории города проживает более 70 тысяч населения, и стихийно образуются данные мусорные свалки. Принимаются все меры, конечно, по ликвидации, и ликвидируем постоянно. Создана административная комиссия, специальная комиссия, чтобы следить за этим. Самые отчаянные жители не сдавались и обратились уже в экологическую службу, которая неоднократно до этого выносила предупреждение администрации города. Теперь они намерены прибегнуть к более суровым наказаниям. Помимо этого участка, я сегодня до того, как вы приехали, проехался по Сунже, несколько участков выявил довольно-таки серьезных. Есть участки, которые требуют субботников проведения, есть участки, которые реально работа нужна для того, чтобы ликвидировать. По этим участкам тоже мы привлечем к ответственности главу администрации. Впрочем, это не единственная точка с мусорной свалкой в Сунже. На улице Заовражье отходы раскиданы на километры. Живущие вблизи люди продолжают сбрасывать мусор прямо в русло и не думают о последствиях. Такая же картина наблюдается и возле спортивного футбольного клуба Оздоева. Здесь гектары земли покрыты мусором. Местное самоуправление просто игнорирует проблему. Мы последний раз на данный участок выезжали, насколько я знаю, 4 месяца назад. Эта картина была чуть смягченная, если смотреть на данный момент. И прежние главы за данные нарушения привлекались к административной ответственности. Нежелание пользоваться услугами мусороотвода в итоге приводит к экологическому кризису. Только соответствующие органы власти не собираются просто наблюдать за беспределом некоторых граждан. У администрации уже есть план по ликвидации несанкционированных свалок. У нас есть в этом году договоренность с подрядчиком, который делает федеральную трассу. Планируем, чтобы те отходы, которые они снимают с трассы, и этой землей засыпать данный карьер. Глава администрации получит штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Он обязался убрать свалку на улице Менделеева в течение месяца, а на ликвидацию отходов в других точках экологи дали время в 2 месяца. Зильмхан Калоев, Адам Гулоев, Адам Далаков. Новости 24.